Всем привет! С вами проект Астана Аспана. И сегодня у нас в гостях Айбек Аханов, фотограф. Айбек, как ваши дела? Как поживаете? Спасибо, все хорошо. Ну, кто такой Айбек Аханов? Расскажите о себе. Какой нескромный, да, вопрос. Мгм. На данный момент я предприниматель, Мгм. да, который когда-то связал свою жизнь с фотографией, да, как Мгм. отметили. Но хотел бы сам отметить, что, да, наверное, не могу называться все-таки фотографом, да, поскольку фотография когда-то была для меня как хобби, да, сейчас она стала частью моей деятельности, частью профессии, но все-таки, наверное, не совсем будет правильно говорить, что я прям суперпрофессиональный фотограф. Я Мгм. просто люблю фотографию, люблю город. Мгм. А, Хотя, может быть, не знаю, если я слишком скромный, чтобы Ну, называть себя так. да, вы долгое время запечатляли все яркие моменты жителей столицы благодаря своему фотоаппарату. Правильно? Да, все верно. И как Да. это у вас получалось? Вроде бы неплохо, я не знаю, я сам себя судить не могу, но так какая-то популярность или известность, что ли, эти фотографии, в смысле, вызвала, да, среди общества. Ну, в целом фотографии как увлекся лет 5-6 назад. Это было такое случайное, наверное, это была случайность, можно так сказать. То есть я потому что я не занимался фотографией раньше, я не ходил в какую-то, не знаю, специальную школу. Последние годы я просто работал, я вообще экономист по специальности, работал в офисе. Ну и вот когда-то увлекся фотографией, и, можно сказать, меня понесло, да, действительно так вот, что я начал фотографировать много, часто, везде, ну, в смысле, в рамках Астаны. Мгм. Вот, и получилось так, что, да, действительно, я побывал везде, посмотрел, там, не знаю, самые разные уголки города, и просто мне хотелось, да, все это передать, да, через фотографию. Вот. Отлично. Сколько лет уже в вашей карьере? Ну, как я говорил, да, около 5 лет вообще. По идее, срок небольшой такой, да. Да. Да, ну это не знаю, можно ли назвать это карьерой, поскольку все-таки это все сопровождалось моей деятельностью между основной работой. Хотя сейчас, да, я перешел полностью, то есть я сейчас работаю сам на себя, да, в качестве, там, то есть, получается, предпринимателя, Мгм. деятельность связанная с фотографией, но в данный момент какой-то перерыв я взял, да, потому что действительно не успеваю. Думаю, сейчас в ближайшее время все восстановлюсь. Мгм. Вот, и опять выйду в город фотографировать, не знаю, показывать, делиться с людьми. Круто. Вы родом Из из города Кызылорда. Кызылорда, да? И как у вас там в Кызылорде фотографируете самые Ой, нет, красивые места? в Кызылорде я не был давно уже. Вся моя уже эта основная деятельность, в смысле, свое время в Астане уже, я уже больше 10 лет, или, наверное, да, Мгм. в Астане. Поэтому, в принципе, в Кызылорде на тот момент я не фотографировал. Мгм. Ваш любимый жанр направления фотографа — это городской пейзаж, архитектура? Да, все верно. Архитектура, пейзажи городские, да. Именно вот я попробовал себя в нескольких жанрах. Ну, в смысле, то есть, когда начинаешь, фотографируешь все подряд, но и в итоге остановился, да, именно на городе. То есть, ну, не знаю, по мне это самая близкая моя тема. И я решил на этом остановиться, развивался там в этом направлении. То есть, именно уделял именно все больше внимания именно конкретно пейзажи Астаны, ну, в смысле, городским именно. То есть, да, и архитектурной такой съемкой, да, что-то необычное. Ну, как вы считаете самое красивое здание столицы? А, Так, самые красивые, честно говоря, я не могу назвать. И там есть, да, интересные, уникальные здания в Астане. Архитектуры, конечно, много, но именно как отдельное здание, как предмет, именно в смысле для моей фотографии они не являются. Здания и архитектура всегда являются частью, наверное, моей фотографии, частью общей картины. То есть так же, как и люди. Я вот не могу сказать, что я фотографирую прям конкретно портрет людей, но я фотографирую, например, людей в городской среде, да, также и здания являются частью. То есть я не могу показать просто чисто там Ну, какое-то здание, фотогеничное да. здание. Например, Хан Шатыр Не, ну или их там... много, да, конечно, мы всегда фотографируем, я тоже люблю там знаковые такие это объекты, конечно, Хан Шатыр, там Байтерек, там вдоль водно-зеленого бульвара много интересных зданий, да, вот эти бизнес-центры, ну и также старый центр города тоже очень интересно, в целом просто старые дома, здания, улицы. Ну, где Вот. самый красивый пейзаж города видно? Вообще люблю набережную, да, набережную, мосты и все такое вот, все, что связано с таким вот. Мгм. Да. Как, откуда берете вдохновение, чтобы фоткать?
Бывают такие Вдохновение? дни, когда уже вот, охота прямо с утра встать и фотографировать? Да, и сейчас бывает, и раньше еще больше было, да. Вдохновение, не знаю, приходило само собой, наверное. Просто хотелось что-то новое, потому что Ага. понимал, что, ну, кто-то говорит, город маленький для меня, если так вот посмотреть моими, условно, глазами, да, то город большой, и там и каждый день можно находить что-то новое, фотографировать, поэтому все равно это давало какой-то импульс, да, и желание выходить, находить что-то новое, даже для себя самого. Не то, что даже там поделиться там с людьми, да, просто в целом для себя посмотреть, что-то найти нового, взглянуть по-новому на те же самые привычные места города, Круто. объекты. Как получаете высокое удовольствие, там, высшее удовольствие от ваших работ? Ну, это такое переменное бывает, знаете, иногда взглянешь на некоторые работы старые, посмотришь, думаешь, что-то никуда не годится, и не хочется никому их даже показывать, хотя другие говорят, да нет, все же классно, нормально. Ну, это может быть такая самооценка всегда у меня. А высшее удовольствие, ну, бывало, да, действительно, вроде сделаешь, что хотел, там действительно дожидался там определенного момента, да, там выжидал, поджидал, вроде сделаешь, что-то есть. Ну, бывало, да, моменты, да. В позапрошлом году ваша одна работа нашумела в социальных сетях. Это черно-белая фотка, мальчик во время урагана. Что об этом расскажете? Да, был такой снимок, действительно, он разлетелся в соцсетях, там из него даже делали мемы, я помню, присылали друзья, да-да-да. Не, негатива, честно говоря, так особо не было, всем было просто жалко этого мальчика. Погода у нас действительно в Астане суровая, и, как я помню, да, я был в этот момент с фотоаппаратом на улице, где-то на проспекте Республики, да-да-да. Ну, это, честно говоря, случайный такой кадр, в смысле, и вообще в целом момент такой, я просто увидел уже, подходил к нему. Да, мальчик шел, был очень сильный, там действительно метель или, да, там снежная, маленький мальчик шел против ветра со слезами, периодически оборачиваясь, чтобы подышать, потому что ветер в лицо дул, у него слезы шли, и он вот так вот шел против ветра. Я действительно, как мог, постарался, просто так, пару кадров сделал, да, действительно. Потом выложил в интернет, и всем было действительно жалко. И уже, как говорю, и пошли и мемы про зиму астанинскую, про суровую. Ну, так и она и разлетелась, да. Что вы делали в это время, во время урагана, с вашим фотоаппаратом? Вообще, что вы делали на улице? Да, это часто тоже вопрос мне задавали. Честно говоря, вот я любил именно выходить на улицу Во время время урагана, вообще, да? нет, ну, серьезно, как бы это ни звучало, да, во время непогоды, когда сильные дожди, там ветер, там снегопады, я всегда брал камеру, выбегал на улицу, потому что я знал это, ну, что что-то интересное можно в это время сделать, найти, там, показать, запечатлеть. Ну, потому что и в целом не каждый человек, тем более с фотоаппаратом, Поймает такой кадр, да? нет, выйдет на улицу, да, там, я принес, одевался теплее, специально брал камеру и шел на улицу в поисках чего-то интересного. Круто, круто, круто. Ну, как вы знаете, вот, все ваши фотографии посвящены к столице. А почему не Алмата? Тоже красивый город. Ну, я бы фотографировал, честно говоря, Алмату. Ну, вся моя, как и говорится, уже все, я здесь осел в Астане, в принципе. Ну и в целом я очень люблю этот город, и давно уже связался с ним. Ну, то есть приехал в Астану, я же говорю, больше 10 лет, и, в принципе, все, я решил остаться, жить, работать здесь, и, соответственно, и потом вот и сама и фотография тоже, ну, решил посвятить именно только Астане. Хотя бывает, я езжу там по делам, командировкой, по городам, да. Ну, это просто бывает разовые какие-то, да. Но в целом мне нравится наблюдать за Астаной. Ну, динамичный город, Да. меняется много, и, соответственно, можно много чего показать, и каждый раз что-то новое. Что для вас удачный кадр? Удачный кадр. Ну, удачный кадр — это удачный момент, в смысле, пойманный момент, да, то, что действительно хотелось, то, что это было действительно какое-то мимолетное, наверное, явление, и то, что я успел его поймать, запечатлеть, это, наверное, и есть удачный кадр, да. А Сделанный самый в неудачный нужное кадр? время, в нужный момент, так сказать. Да, да. А Да. самый неудачный кадр? Нет, самый удачный я и даже не знаю. Не, ну удачи почему? Бывает это, таких-то много. То есть зачастую наоборот, бывает и не очень удачные фотографии.
Ну, смотря Одна на из вас, 10 например. только, да, бывает. Нет, это так кажется, а на самом деле, знаете, чтобы сделать действительно, действительно стоящие, хорошие фотографии, это занимает очень много времени. Вот действительно, очень часто люди думают, что я там выхожу и взял ее, нажал на кнопку. Во время урагана, Да, и во все время получилось мороза. классно. А никто же не знает, что за это время, до этого, чтобы получился этот кадр, я ходил там 3 или 4 часа, да, либо стоял где-нибудь там на крыше какого-то дома, да, ждал заката, пока он там солнце сядет, и сделает это, там пару кадров. Но это нужно было подготовиться, для этого нужно было там, не знаю, выйти за 3-4 часа вперед и стоять где-нибудь там, не знаю, на морозе, на ветру и ждать того самого кадра. Да. А какой техникой вы пользуетесь? В данный момент я пользуюсь камерой марки Sony, а так вообще изначально первая моя камера была марки Canon 70D, потом перешел на Nikon, а сейчас я взял просто Sony, более простую такую средненькую модель, потому что, в принципе, я понял, что вопрос не в технике и не ее дороговизне, а вопрос действительно то, как ты сам ее видишь и как ты захочешь передать. В принципе, такой и будет фотография, и все. Есть ли у вас ученики? Хотят ли молодые фотографы учиться у вас? Да, честно говоря, есть, просят, спрашивают, и как мнение, так и вообще в целом есть просьбы такие, чтобы там, чтобы я им преподал, да, в смысле, да, дал уроки по фотографии. Ну и вообще в прошлом году, да, пригласили, в смысле, в качестве преподавателя в фотошколу Nikon, да, у меня были пару групп, но сейчас в связи с открытием, что- наверное, Да, фотобара. фотобара у меня уже времени не так много, поэтому пока приостановил, в смысле, преподавания. Ну вот пару групп, в принципе, у меня было. Круто. Как вам удается совмещать предпринимательство с личной жизнью? Ну, сейчас действительно, да, времени семье уделяю не так много, в связи с тем, что вот это мой вообще первый проект, и с головой я в него ушел. Действительно, большую часть времени я провожу здесь. Приходится все самому контролировать. И действительно, ухожу вечером, прихожу поздно, ухожу утром, прихожу, да-да-да, прихожу, бывает поздно вечером, да, но в любом случае сейчас уже со временем уже начинаешь расставляться, в смысле, то есть все, в принципе, на свои места, как говорится, приходит, и, в принципе, времени все больше свободного начинает появляться, поэтому я и говорю, как раз-таки уже, возможно, в скором времени у меня появится время еще для фотографий, чтобы снова выйти в город, фотографировать, потому что это уже был действительно такой большой период, когда я бросил, можно сказать, ну, вынужденно заниматься фотографией, да. А так, в принципе, всегда можно найти время, если захотеть. То есть просто надо грамотно, наверное, распределять время, да, как говорится, тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, Да. да, правильно. А как вы проводите свободное время, например? Свободное время провожу с семьей, с близкими своими. Ну, в принципе, все. Раньше, да, свободное время проводил семья и фотография, и работа была, да, то есть, а сейчас, в смысле, то есть свободное время это уже только семья остается. На фотографии пока времени нету. Ваша мечта? Мечта, мечта, наверное, ну, если говорить в плане вот непосредственно к своей деятельности, да, хотелось бы, конечно, чтобы данный проект еще стал еще более успешным, чтобы он стал еще более полезным и интересным для людей, потому что вся эта затея, понятно, помимо ее коммерческой, да, там какой-то составляющей, у меня всегда было желание что-то дать людям интересное, полезное, да. Соответственно, хочется, конечно, масштабироваться, да, делать еще больше каких-то интересных проектов, полезных, да, самое главное, для общества, для молодежи, для людей. Вот, наверное, вот это и есть мечта. Но кто у нас самый лучший фотограф в Казахстане? По вашему мнению? Самое лучшее, ну, фотографов много вообще, честно говоря. По вашему да, мнению. а лучших есть разные. В каждой своей, в своем жанре есть много разных фотографов, да, в Казахстане, в принципе. Ну, это, наверное, те уже, как говорится, наши корифеи, да, наверное. То есть, ну, в Астане у нас кто есть? В Астане есть
Турар Казангапов, не знаю, очень мне нравятся его работы. Это, наверное, один из лучших репортажных фотографов не в Астане, а в Казахстане, можно смело сказать. Да. Из пейзажных фотографов есть Максим Золотухин в Алмате. Ну и вообще карагандинских фотографов очень много хороших, которые же, в принципе, очень давно этим занимаются. Ну, также есть очень много, кстати, молодых талантливых фотографов, которые действительно уже понимаешь и видишь, что в ближайшее время они действительно там много чего нового могут сделать и показать. Отлично. А так, да, отдельно кого-то отмечать не хотелось бы, потому что действительно много, и я знаю много ребят. Развивается, да. Да. В принципе, каждый делает что-то хорошее, интересное, действительно, и весьма успешно. Диплом фотографа могут ли получить молодые фотографы? Нет, есть, конечно, да. Нет, есть вообще просто курсы, да, фотографии, да, это. Нет, диплом. Да. А дипломы, В я, дальнейшем-то. честно говоря, нет. Как профессия. Конечно, мне кажется, можно, да, и это нужно, кстати, потому что у нас, как правило, большинство, особенно молодежи, они не являются профессиональными фотографами с точки зрения, то есть нет никакого профессионального образования, то есть у многих, Да. в принципе. Ну, так же, как и у меня вообще, как я же говорил. А в целом, вот раньше все-таки люди посещали, да, были специальные школы. Курсы. Да, курсы. Но курсы, высшее это, в образование принципе, вообще да. до сих пор нету, да? Да, его пока у нас нет. Его Ну, есть, нужно да, ну, подключить. многие обучаются, да, за рубежом, онлайн-школы есть. Мгм. Вот. Получают, да, сертификаты, дипломы. Ну что ж, друзья, у нас очень интересное интервью получилось с Айбеком Ахановым. Как вам? Спасибо, понравилось, было приятно пообщаться. С вами был я, Бекбулат Арстамбеков. До новых встреч!